Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туэр Пирзода. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с рабочей поездкой и с целью участия в церемонии сдачи в эксплуатацию ряда объектов различного назначения прибыл в город Вахдат. Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, искренне встретили руководство и жители города Вахдата. Также в рамках рабочей поездки в Вахдат президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию государственный герб Республики Таджикистан и посетил выставку достижений народных ремесел. 2 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с рабочей поездкой и с целью участия в церемонии сдачи в эксплуатацию ряда объектов различного назначения прибыл в город Вахдат. Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, искренне встретили руководство и жители города Вахдат. 2 августа в рамках рабочей поездки в город Вахдат основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию государственный герб Республики Таджикистан. Объект возведен на площади 0,20 гектара. Его строительство завершилось в короткий срок на высоком качественном уровне. Высота государственного герба составляет 24 метра. Общая высота объекта с постаментом 28 метров. Герб возведен по проекту открытого акционерного общества «Мехрофар». Строительные работы выполнены компанией «Эхио Иншоот». Площадь государственного герба украшена цветами, декоративными кустарниками. Она превратилась в излюбленное место отдыха для жителей Вахдата. Площадь государственного герба полностью освещена в ночное время. Окрестности этого объекта очень привлекательны. По обе стороны площади государственного герба Республики Таджикистан созданы отдельные уголки для посадки декоративных цветов и кустарников. В ходе ознакомления лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку качеству строительных работ и поручил ответственным лицам правильно ухаживать и озеленять окрестности объекта. На площади государственного герба посажены тенистые и вечно зеленые деревья, а его территория покрыта травой. Площадь государственного герба Республики Таджикистан и окрестности особенно по вечерам красивы и уникальны, оснащены современной системой освещения. Рядом с государственным гербом создано место для гуляния жителей, отвечающее современным требованиям. На площади государственного герба Республики Таджикистан в городе Вахдат основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил выставку достижений народных ремесел. На выставке были представлены национальные ремесла, в том числе вышивка попурдузи, зардузи, шитье национальных халатов, чапанов и тюбетеек, ювелирное дело, плетение корзин, изготовление колыбели, деревянные тарелки, ложки, десятки видов национальных лепешек, самбуса, фатир, кульча, фатир-хамир, гирда, калама, чапоти, орзук, чагалдак, национальные блюда, умоч, ширкаду, шакароп, крутоп, шула, ширберинч.
Достижения ремесленников придали выставке привлекательность. Представленные продукты были выставлены с неповторимым мастерством и высоким искусством. В Багдате народные ремесла стали прибыльным видом деятельности. В последние годы значительно увеличилось количество ремесленников. В ходе ознакомления лидер нации высоко оценил творчество мастеров и искусство домохозяек, женщин и девушек, приготовление национальных блюд и хлебобулочных изделий. Следует отметить, что в Багдате имеется достаточно средств и возможностей для поддержки ремесленников. В годы развития села, туризма и народных ремесел были открыты десятки центров профессионального обучения. В одном уголке выставки были представлены национальные инструменты. Мастерами искусств исполнялись мелодичные песни. В то же время на показ были выставлены работы учащихся городской детской художественной школы, что было очень интересно. Работа учащихся этой художественной школы является воплощением прекрасной природы страны. Демонстрации исторических и культурных мест нашей страны свидетельствуют о высоком искусстве подростков. 2 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Багдате также сдал в эксплуатацию здание Центра юстиции, возведенного с красивым современным дизайном на площади 1785,58 квадратных метров. 2 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Багдате также сдал в эксплуатацию здание Центра юстиции, возведенного с красивым современным дизайном на площади 1785,58 квадратных метра. Здание построено с учетом национальной архитектуры на высоком качественном уровне. По словам ответственных лиц, в ходе строительных работ более 70 местных рабочих и строителей были обеспечены работой и хорошей зарплатой. Во время ознакомления лидер нации Эмомали Рахмон был проинформирован, что на первом этаже здания будут осуществлять свою деятельность 14 сотрудников ЗАГСа, а на втором этаже городская нотариальная контора и бесплатная юридическая консультация. Для эффективной работы сотрудников этих государственных учреждений на первом этаже здания Центра юстиции были созданы 9 рабочих кабинетов и зал бракосочетаний, а на втором этаже рабочий кабинет и зал заседаний на 120 посадочных мест. Кроме того, в подвале здания построен спортивный зал и 2 просторные комнаты для архива ЗАГСа и городской нотариальной конторы. В ходе ознакомления лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил уровень и качество строительных работ и дал конкретные поручения ответственным лицам по своевременному и надлежащему регистрированию актов гражданского состояния в Багдате. Следует отметить, что окрестность здания Центра юстиции в Багдате украшена цветами, полностью освещена и стала лучшим местом для проведения свадебных церемоний жителей города. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Багдате открыл здание Центра обслуживания и развлечения детей и подростков, построенное в современном архитектурном стиле. 2 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Багдад открыл здание Центра обслуживания и развлечения детей и подростков, построенное в современном архитектурном стиле. Центр обслуживания и развлечения детей и подростков в Багдате построен местным предпринимателем Акмалом Рахимовым с высоким качеством и отвечает современным требованиям. В ходе ознакомления с объектом президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, поблагодарил местного предпринимателя за возведение современного центра и создание новых рабочих мест. Акмал Рахимов выразил признательность основателю мира и национального единства, лидеру нации, президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, за постоянную и всестороннюю поддержку местных предпринимателей и предоставление широких возможностей для развития малого и среднего бизнеса. Было отмечено, что общая площадь здания составляет 1800 квадратных метров. Здание состоит из подвала и 3 этажей. Объект возведен в рамках расширения строительных работ по случаю 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Строительные работы выполнены рабочими и специалистами общества с ограниченной ответственностью в Орисоне АВАЗ-500. Согласно проекту, работы по строительству здания Центра обслуживания и развлечения детей и подростков начались в июне 2018 года. В течение 1 года центр был построен
на высоком качественном уровне и сдан в эксплуатацию. Во время строительства 45 местных жителей и архитекторов были привлечены к сезонным работам и обеспечены хорошей заработной платой. В общей сложности здание построено на сумму более 3 миллионов самани. В соответствии с проектом в подвале здания будет открыт магазин обуви и одежды. На первом этаже находится продуктовый магазин и салон красоты, который одновременно может обслуживать 12 клиентов. В магазине по реализации продукции народных ремесленников представлены на продажу сундуки, украшенные национальным орнаментом. В ходе ознакомления глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку качеству строительных работ и назвал объект достойным подарком для жителей Вагдата в преддверии 28-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе беседы подчеркнул, что сегодня местные предприниматели вносят весомый вклад в создание различных объектов и в процесс благоустройства. В связи с этим правительство Республики Таджикистан предоставляет широкие привилегии для развития бизнеса. Результатом государственной поддержки стало то, что сегодня отечественные предприниматели ведут активную деятельность. На втором этаже находится швейный цех, магазин по продаже швейных изделий, школьной и национальной одежды, в том числе выполненной в стиле чакан. Здесь также расположен салон красоты, предназначенный для одновременного приема 8 посетителей. Швейный цех оснащен новым оборудованием. Почти 30 незанятых женщин и девочек обучаются шитью. На третьем этаже расположен центр обслуживания и развлечения детей и подростков, оснащенный современным оборудованием, таким как электрические машинки и другие устройства, предназначенные для детских игр. В день открытия Центра обслуживания и развлечения детей и подростков местный предприниматель Акмал Рахимов провел обряд обрезания для более 40 детей из малоимущих семей и сирот. Сдача в эксплуатацию Центра обслуживания и развлечения детей и подростков позволит детям жителей Вагдата развлекаться в лучших современных условиях. Жители отмечают, что в центре Вагдата не было такого многофункционального объекта. Было отмечено, что более 500 местных жителей были обеспечены постоянной работой в Центре обслуживания и развлечения детей и подростков. С возведением здания центра местные жители получили постоянную работу, доступ к высококачественным услугам, а также изменился облик города Вагдат. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках своей рабочей поездки в город Вагдат открыл по проспекту Рудаки многоэтажное жилое здание. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках своей рабочей поездки в город Вагдат открыл по проспекту Рудаки многоэтажное жилое здание. Современный жилой дом состоит из 13 этажей. По проекту на первом этаже и в подвальном помещении расположен просторный ресторан на 150 посадочных мест, точки по продаже школьной, мужской и детской одежды, мебели, канцелярских и бытовых принадлежностей, столовая, магазин кондитерских изделий и продовольствия. В целом 20 торговых и сервисных точек, а также малый швейный цех на 40 рабочих мест, где созданы достойные условия для работы и обслуживания. С вводом в эксплуатацию большого количества пунктов обслуживания на первом этаже, просторного рынка в подвальном помещении, завершением строительных работ в других жилых и сервисных центрах около 1500 человек будут обеспечены постоянными рабочими местами. В подвале жилого дома для реализации сельскохозяйственной продукции и других продовольственных товаров построен просторный рынок со всем необходимым оборудованием. Используя все имеющиеся возможности, предприниматели и жители Вагдата смогут предоставить свежую сельскохозяйственную продукцию и другие предметы быта населению и гостям по доступным ценам. Современное здание с учетом множества сервисных точек построено в свете поддержки и напутствий главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, для достойной встречи 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан с целью создания новых рабочих мест и таким образом улучшения уровня и качества всех видов услуг населению, отечественным предпринимателям Абдухалимом Кодирзода. Для обеспечения женщин и девушек новыми рабочими местами, привлечения их к профессиональному швейному обучению, налаживанию отечественного производства и удовлетворению потребностей учащихся образовательных учреждений города Вагдат, на первом этаже нового жилого здания, наряду с другими сервисными центрами, также был построен швейный цех и пункт продажи школьной формы. В ходе встречи лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с имеющимися условиями центров обслуживания и швейного цеха, провел свободную и искреннюю беседу с женщинами.
Следует отметить, что строительство и восстановление малых и крупных производственных предприятий, создание новых рабочих мест, налаживание отечественного производства и посредством этого улучшение уровня жизни населения является одной из основных целей высшего руководства государства и правительства страны. Именно с этой целью в 2014 году отечественным предпринимателям было сдано в эксплуатацию швейное предприятие рядом с новым жилым зданием. В настоящее время здесь работают 120 женщин-домохозяек, которые занимаются пошивом военной формы на заказ. Напомним, что камень-фундамент этого жилого дома по проспекту Рудаки был заложен в 2014 году в ходе рабочего визита в Багдад главы государства уважаемого Эмомали Рахмона. За этот период для качественного завершения строительных работ с привлечением более 80 специалистов и местных работников были использованы строительные материалы отечественного производства, в том числе цемент предприятия общества с ограниченной ответственностью Йокут-2000. В недавно построенном ресторане с целью реализации гуманистической политики лидера нации по поддержке и оказанию помощи нуждающимся слоям общества был проведен обряд Хат-Насур для 100 детей-сирот из малоимущих семей. Счастливым детям от имени лидера нации были вручены подарки и сладости. В ходе своего выступления глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что дети – будущее нации. Именно поэтому государство и правительство страны осуществляют достойные шаги по улучшению условий обучения и воспитания, всестороннему уходу, чтобы они выросли грамотным поколением, внесли достойный вклад в будущее развитие дорогого Таджикистана. Современный жилой дом, площадь которого составляет 25 571 квадратный метр, состоит из 297 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. В свете политики лидера нации нуждающиеся лица общества, дети-сироты и беспризорные всегда поддерживаются, будут приняты достойные социальные меры для улучшения условий их жизни. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, поздравил жителей со сдачей современного жилого помещения и сервисного центра, вручил 10 нуждающимся семьям ключи от жилых квартир. Все жилые дома, которые в торжественной обстановке были подарены лидерам нации нуждающимся семьям, обеспечены современным оборудованием и принадлежностями. Следует отметить, что в рамках мудрой и созидательной политики высшего руководства государства и правительства Республики Таджикистан славные предприниматели Родины будут расширять созидательные меры для достойной встречи 30-летия государственной независимости. В настоящее время по инициативе предпринимателя на побережье реки Кафардниган ускоренными темпами продолжаются строительные работы в многоэтажных жилых домах с учетом автостоянки, места для игры детей и подростков, центров обслуживания, скверов и других необходимых сооружений на высоком качественном уровне. В будущем с возведением и реконструкцией многоэтажных жилых домов, садов и современных центров обслуживания эта местность превратится в место отдыха и досуга. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в ущелье Румит сдал в эксплуатацию туристический комплекс Арху при исполнительном органе государственной власти Вахдата. Комплекс состоит из 5 этажей и расположен в живописной местности на берегу бурной реки Арху. На первом этаже здания находится гостиный уголок, ресепшн и столовая на 500 человек со всеми современными удобствами. Остальные 4 этажа предназначены для отдыха гостей. Все комнаты оборудованы кроватями, телевизорами и другими необходимыми принадлежностями. В комплексе одновременно могут разместиться до 70 гостей. Ванные комнаты во всех номерах оборудованы сухим и мокрым паром, сауной и спортивным инвентарем. Проект комплекса был разработан государственным унитарным предприятием по проектированию, производству, архитектуре и планированию при исполнительном органе государственной власти Вахдата. Имеет 32 роскошных номера класса люкс. В ходе ознакомления с условиями проживания в комплексе президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил благодарность руководству исполнительного органа государственной власти Вахдата за создание таких условий для отдыха в отдаленных селах и назвал его решение примером для подражания. Еще одной отличительной чертой этого комплекса является старое двухэтажное здание на правом берегу реки на площади 168 квадратных метров, возведенный согласно обычаям и традициям таджикского народа. Интерьер здания красиво украшен в национальном стиле одежда, изделиями ручной работы ремесленников, вышивкой чакан, резьбой по дереву. Строительные работы в туристическом комплексе Арху начались в апреле 2018 года в рамках объявления лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном, года развития туризма и народных ремесел. И в течение более года завершились на высоком качественном уровне исполнительным органом государственной власти Вахдата с привлечением более 300 отечественных работников и специалистов в соответствии с международными стандартами. Широкие возможности обслуживания, 2 бильярдных зала, 2 бассейна и теннисный корт позволяют клиентам весело провести время. Глава государства был проинформирован о том, что этот туристический комплекс находится в
в 70 километрах к северо-западу от Вахдата. Его общая площадь составляет 23 гектара, а площадь построенного в нем сооружения составляет 1500 квадратных метров. 12 беседок построены с учетом национальных узоров и резьбы по дереву, и радует глаз. Здесь 300 метров троп вдоль ручьев, украшены природными камнями гор Рамита. Площадь в 10 гектаров, озеленена, посажено более 1 миллиона различных сезонных цветов. Площадь покрытия плиткой в комплексе составляет около 1000 квадратных метров. Количество плодовых и декоративных деревьев на территории туристического комплекса Арху составляет более 1000. Открытие этого современного комплекса в рамках годов развития села, туризма и народных ремесел свидетельствует об особом внимании правительства Таджикистана, в частности лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. С целью развития сферы туризма и создания широких возможностей для отдыха местных и иностранных туристов в этом живописном регионе. Глава государства, ознакомившись с условиями нового комплекса, высоко оценил выполнение работ по благоустройству и отметил, что продолжение таких конструктивных мер поможет Таджикистану привлечь больше иностранных туристов, улучшить качество жизни населения и создать новые рабочие места. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!